Поисковые операции на руднике «Мир» не прекращаются ни на секунду. Спасателям приходится работать по пояс в воде, что затрудняет перемещение. В таких же условиях работает и группа водолазов. Они обследовали 3 горизонта шахты общей протяженностью 3 километра. При обследовании выработок на каждом сопряжении подавались громкие звуковые сигналы для того, чтобы на предмет, если человек где-то находится, чтобы получить ответный сигнал. Но выработки были обследованы полностью, они были полностью осмотрены. Пострадавшие были не обнаружены в тех выработках, которых мы прошли. Сегодня группа альпинистов приступила к очередному спуску по бортам карьера. При условии хорошей погоды и стабильной геологической ситуации они планируют дойти вниз до отметки 450 метров. На этой глубине расположены выходы вентиляционных скважин, по которым горноспасатели планируют подать сигналы в надежде получить ответ от заблокированных 8 шахтеров. Для того, чтобы организовать с ними связь, в карьер спускаются эти проходчики горных склонов и пытаются организовать с ними визуальную связь. Работа продолжается в плановом режиме. Руководство компании «Алроса» в случае вынужденного простоя выплатит заработную плату своим работникам. Все пострадавшие в обязательном порядке получат денежную компенсацию. Наши сотрудники, которые в рамках вахт спускаются в рудник, для них был установлен коэффициент к зарплате 2. То есть они будут получать вознаграждение в двукратном размере во время участия в спасательно-поисковой операции. По данным МЧС, на руднике существует постоянная угроза повторного затопления, что затрудняет работу спасателям. Чтобы облегчить поиски шахтеров, руководство предприятия проводит установку насосов для откачки воды. И сегодня вечером планирует их запуск. Евгений Заборовский, Николай Соколов. Вести про поддержки ТРК «Алмазный край».